Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас, а тема звучит так. Неожиданные события, о которых лучше знать заранее. Загадайте, пожалуйста, на себя, загадайте, пожалуйста, свой срок и давайте все узнаем, посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Неожиданные события. Смотрите, кто-то на ослике к вам едет, а здесь рыбка золотая плавает. Якорь у вас тут прорисовался. Ну, такие, знаете, серьезные знаки на самом деле, хорошие серьезные знаки. Давайте начнем с основания рисунка. В основании рисунка у вас здесь какой-то человек. Человек как мелкий пакостник, как какой-то, знаете, раздражитель. Человек, который вас выводит из себя, из вашего душевного равновесия. Не то, чтобы прям серьезное влияние оказывает, не то, чтобы там прям опасный, какой-то недоброжелатель, враг. Просто какой-то глупый человек, который путается у вас под ногами. Я вижу, что вы разнервничаетесь, как психанете, как разберетесь с этим человеком. Разберетесь так, что об этом узнают ваши враги. Ваши недоброжелатели, вот такие серьезные люди, которые могут навредить, они об этом узнают. И когда они узнают, что вы конкретно сделали, да, как вас там понесло, как говорится, держите семеро, они испугаются. Испугаются против вас что-то делать, либо предпринимать. Вы понимаете, случайным образом вы запугаете своих врагов и своих недоброжелателей. Тем самым спутаете им все их планы, все их там козни, все их выпады в вашу сторону и дадите себе достаточно свободную, фривольную жизнь. Понимаете, вы об этом узнаете спустя только лишь какое-то энное количество, не знаю, месяцев, либо даже лет, что какие-то ваши враги, какие-то ваши недоброжелатели были готовы действовать против вас, но увидя вашу реакцию, грубо говоря, увидя, какая вы в гневе, отступили от вас, просто отступили. Вот так вот, мои хорошие. Так что всякие там дурачки, которые путаются под ногами, они ведь полезными бывают, правильно? Полезными. И, кстати, обо всем, да, что ваши враги вас оставили в покое, вы узнаете не конкретно от врагов, а от каких-то вот людей, которые окружают этих ваших врагов. Вот прям так и вам и скажут. Тот-то человек хотел против тебя то-то, то-то сделать, но увидел, как ты за себя борешься, там, с кем-то ругаешься, побоялся. И вы себя задним числом будете хвалить. Так что иногда вспылить, да, либо человека поставить на место. И это, видите, как бывает очень и очень даже полезно. Дальше. Вот она, золотая рыбочка у вас плавает. Интересная такая рыбочка. У нее очень длинный верхний плавник, большая голова и прям такой маленький хвостик. А это говорит о том, что очень полезная, не просто мечта, а полезная мечта. Мечта полезная для вашей жизни, для вашего будущего, для вашего выживания и существования. У вас совсем скоро осуществится. Эта рыбочка с правой стороны. Опять же, подчеркивается, что мечта не пустая, мечта эффективная, либо желание эффективное. Вот прям плывет вам, прям в ручки подплывает. Так что хватайте эту рыбочку. Наслаждайтесь своей мечтой, наслаждайтесь исполнением своего желания и знайте, что это принесет вам большую пользу. Не только моральное удовольствие, но и большую пользу. Прям таким большим плюсом жирным ляжет на вашу судьбу. Так, с левой стороны. С левой стороны вышел человек на букву «С». «С» и «С» развернулась в другую сторону. То есть человек, скорее всего, по стечению обстоятельств, наверное, повернется к вам спиной. И, в принципе, это человек такой, знаете, как на Джокера похож. На Джокера такой непредсказуемый. Но при этом до поры до времени как-то прямо шел. То есть, вы могли довериться этому человеку. Либо вы считали, что этому человеку можно доверяться. И тут один такой случайный поступок, да, когда он повернулся спиной.
И вы сразу перестанете этому человеку доверять, да, вот зачислите его в список неблагонадежных, да, не стоящих вашего доверия. И это, кстати, очень правильно, потому что человек до поры до времени играет в эту игру, что типа да, я хороший, я ответственный, я порядочный, но по-серьезному, либо в серьезной ситуации может вас просто подвести под монастырь, понимаете, так, что прям волосы на себе будете драть и говорить, а как же так, я же тебе доверилась. А человек так руками разведет, скажет, ну, извини, все бывает, да, и пойдет своей дорогой. А вы останетесь при своей проблеме. Поэтому, случайно увидев, что человек неблагонадежный, вы сделаете правильные выводы, тем самым обезопасите себя в будущем. Дальше. Едет к вам мужчина на ослике. Ослик. Ну, во-первых, ослик может говорить о том, что у него есть транспортное средство, которое там старенькое, маленькое, убитенькое, да, ну, каждый по-своему отыграется. Также ослик говорит о том, что человек непроходимый упрямец, с таким, знаете, тугим характером. Этот человечек едет к вам, такой, смотрите, голову опустил, понурый, едет в правую сторону, едет именно к вам. Человек то ли как-то объявится, то ли проявится, то ли приедет, то ли познакомитесь вы с этим человеком. Но вы все разные, каждый отыграется по-своему. Почему это важно? Во-первых, это человек с просто крутым потенциалом. То есть сейчас он такой неказистый, ну, скажем так, болтается между небом и землей, да, не подает никаких перспектив, но в будущем этот человек выстрелит. Девочки, у кого-то это будет жених в будущем, да, муж-жених. У кого-то это будет родственник, допустим, да, ваша дочь может за него замуж выйти, либо кто-то из ваших родственников. У кого-то это будет потенциальный работодатель, да, сейчас он там без кола, без двора, а буквально там за 2 года целую империю сколотит, понимаете, так тоже бывает. А вы видите, вы от него не отвернулись, вот с ним познакомились, поговорили, что-то, может быть, обсудили, может быть, даже какую-то помощь ему оказали. А он вспомнит о вас и скажет, а вот эта женщина молодец, а вот эту женщину уважаю, а вот эту женщину возьму на работу, либо этой женщине я помогу, либо, да, это женщина, которую я любил, люблю и буду любить. Понимаете, каждый по-своему отыграется. Я вижу, что вы этого человека, ну, что-то тронет вашу душу, и вы этого человека от себя не оттолкнете, а наоборот, как-то вот прям примете, ну, с распростертыми объятиями, с душой к нему подойдете. Вот, знаете, все от него отворачиваются, говорят, фу, ты на осле там ездишь, там, ты такой, ты сякой. А вы нормально, по-человечески отнесетесь. И это в будущем, опять же, будет для вас большим-большим, ну, подарком судьбы, да, когда этот человек станет на ноги, когда он реализует свой потенциал, то есть вы от этого будете в выигрыше, в прямом смысле слова. Понятно, что вы все разные, но факт остается в том, что именно в будущем от этого человека вы получите либо какое-то очень крутое предложение там, по работе, по деньгам, либо, ну, предложение руки и сердца, там, может быть, родственные связи, ну, каждый по-своему, да, я уже говорила. Так что не судите по внешности, да, вы не тот человек, который будет судить по внешности. И если вам кто-то будет говорить, да зачем ты с ним общаешься, он никто, звать никак, господи, там на ослах ездит, вы этих людей лесом шлите, а сами будьте до конца человеком, вот как вы есть, да. Относитесь по справедливости, относитесь с добротой, с уважением и, конечно же, общайтесь. Общайтесь. Человек очень крутой. Сейчас он похож на гусеницу, да, которой еще предстоит стать и куколкой, и бабочкой. Вот. Это будет, 100% будет. Поэтому, девочки, очень-очень хорошее событие. Но вот правда, у кого-то это будет 4, семья с этим человеком. Но у кого-то будет сотрудничество с этим человеком, причем очень выгодное, очень эффективное и прям, знаете, в долгую, в успешную. Да, не судите по внешности и не слушайте дураков. Вообще никого нельзя судить ни по внешности, ни по карману. Сегодня человек бедный, завтра он богатый. И наоборот, сегодня богач, а завтра бедняк. Да, жизнь она такая переменчивая. Будьте всегда до конца, вот сами собой будьте. И как подсказывает вам сердце, так и поступайте. Но у вас вот идет то ли знакомство с этим человеком, то ли какое-то плотное общение с этим человеком. Оно вам обязательно зачтется. Дальше. В серединке у вас вышел ключ. Ключ какой-то странной и необычной формы. Либо это какая-то тайна, связанная с вами, либо это какая-то тайна, связанная с другими людьми. Ну вот так, волей судьбы вы узнаете эту тайну. Может быть, что-то увидите, что-то услышите. Кто-то что-то вам расскажет, передаст, там, случайно проболтается. Ну, по-разному. Все происходит по-разному. Вам важно эту информацию не разглашать
а максимально долго хранить. Да? Хранить, тоже сохранить как тайну, как секрет. Почему это важно? Во-первых, на этой информации вы сможете заработать. Это первый момент. Второй момент. Благодаря этой информации вы можете решить какие-то свои самые сложные проблемы, которые не дают вам спокойно жить. И третий момент. Благодаря этой информации вы действительно можете чего-то прям добиться. Добиться именно для себя. Не спрашивайте, что конкретно, потому что вы все разные. Если бы я лично вам смотрела, я бы вам сказала. Но на общее я говорю в общем. То есть важная информация, важная тайна, и ее нужно до поры до времени сохранить, не распространяться там ни маме, ни подружке, никому. Понимаете, никому. Вот увидели, узнали, молчите. Придет час, когда вы возьмете, вымете этот ключ и откроете нужную вам дверь, и будете в выигрыше. В прямом смысле этого слова. Потому что там и подкова прорисовалась с вашей стороны, и карман у вас набивается. Понимаете? Однозначно вы будете в выигрыше. Так, дальше. У вас тут птичка прилетела. Птичка, которую никто не ждет. Это письма. Это переписка, это сообщения. Важные, кстати, очень важные, либо имеющие возможность, либо играющие значительную роль в вашей жизни, в вашей судьбе. Вот что-то вы такое получите. Просматривайте всю свою почту. Конвертики вот эти вот, да, которые присылают по почте, также электронную почту просматривайте. Там смс-очки, ммс-очки, там всякие там эти социальные сети, все просматривайте. Просто вот прилетит, когда не ждешь. Правильная информация, нужная информация, либо информация, которая где-то там задержалась, долгое время пролежала, и вот она наконец-таки до вас дошла. Вы уже не ждете, вы уже думаете, ничего не будет. А видите, прилетит, обязательно прилетит. Так, с левой стороны вас кто-то будет тащить в дорогу, кто-то будет вас тащить в путь. Это может быть что угодно. Вас могут позвать родственники к себе, вас могут там друзья, подруги куда-нибудь на дачу позвать, по каким-то магазинам, куда-то сходить, куда-то съездить. Дорога, которую вы не желаете, либо не планируете. Но в эту дорогу важно пойти. Важно. Не могу сказать почему и для чего, но важно. Вот с кем-то вы в сопровождении должны отправиться в путь. Тут нет вариантов, что вы откажетесь. Желательно вообще даже об этом не думать, а просто собраться и идти в путь. Как обязательно нужно это сделать. Так, с правой стороны, здесь какой-то человек, который в вас влюбился. Вы меня простите, но именно такая информация идет. Человек, который пылает к вам чувствами. Человек, который желает как-то проявиться к вам, но не может проявляться в открытую. Либо вы не свободны, либо этот человек не свободен. Я вижу, что этот человек будет пытаться что-то сделать для вас, а вы будете ломать голову, зачем он это делает, вообще какой тут умысел, да, может что-то хитрое, может использовать меня хочет, может быть там подставить меня хочет. Девочки, если предлагает мужчина, здесь все будет ок. То есть это именно желание вам понравиться, это именно желание любимой женщине сделать приятно, либо желанной женщине сделать приятно. Я не вижу, чтобы он прям открылся, проявился в ближайшее время, но вот такими какими-то хорошими поступками, хорошими действиями, такой вот помощью в вашу сторону, он реализует свою любовь. То есть я не могу сказать о своей любви, я не могу на весь мир прокричать, что это моя женщина, и я ее люблю. Даже к вам он не может открыться, да, просто банально позвать вас на свидание. Но повысить вам зарплату он может, предложить работу он вам может, решить какую-то вашу ситуацию он может, да просто физически помочь он вам может. Так что принимайте. Если женщина вам будет предлагать, да, тогда можно еще так напрячься. Но если мужчина, то знайте, что этому мужчине вы не безразличны. Очень нравитесь, либо он в вас влюблен. Вот чтобы вы для себя понимали. То есть придет помощь любви. Да, человек вас любит, хоть это любовь безответная, но тем не менее, да, через свою эту любовь у него есть острое желание что-то для вас делать. Ну пусть делает, ради бога, вам только от этого большой плюс, вам только от этого выгода. Дальше якорь у вас вышел якорь с вашей стороны.
возможность где-то приземлиться, заякориться, обрести какую-то свою стабильность. Это возможность. Как вы ею распорядитесь, это уже ваша зона ответственности. Мне вот этот якорь нравится. Он хороший, он новый, он чистый. Да, он небольшой, может быть, на какой-то период времени. Да, не на всю жизнь, там, не на постоянную основу, а на какой-то период времени, лимитированный период времени. Но он того стоит, девочки. Вам нужна передышка, вам нужна эта стабильность. Вам нужно место, где вы сможете заякориться. Хотя бы даже на лимитированный период. Пожалуйста, воспользуйтесь этой возможностью, приведите себя в чувство, как говорится, наберите сил, а уж дальше будете плыть к новым обетованным берегам. А на этот короткий промежуток времени, либо длинный промежуток времени, у каждой по-своему отыграется, лучше заякоритесь. И также по якорю очень часто идут оповещения о том, что что-то заканчивается, что-то подходит к концу, какая-то ситуация прекращает существовать. В принципе, с правой стороны это хороший знак, это положительный знак. То есть, может быть, что-то разрешится, что-то решится, что-то устаканится, успокоится. Опять же, по якорю могут и люди, да, прийти к какому-то единому консенсусу, там, примириться, договориться. Даже какие-то судовые решения могут состояться, да, либо там мировые соглашения могут состояться. В любом случае, знак очень хороший. Этот якорь нужно бросить. Его реально нужно бросить. От этого вам будет и выгода, и покой, и спокойствие, и благость. Дальше. Здесь случайно вас кто-то обидит. Вы меня простите, но вот выходит такая информация. Какой-то человек случайно, может, на ногу вам в метро наступит, может быть, там что-то перепутается, напутается, ну, что угодно может произойти. Это случайность. Вы, возможно, даже и внимания этому не придадите. Ну, конечно, может, и неприятненько будет. Скажете, ну, раз случайно, окей, случайно, все, я понимаю. Но человек настолько глубоко это прочувствует, настолько человек порядочный, настолько будет стыдно, неудобно, совестно, что человек вот прям 1001 извинения вам принесет. Человек попытается там, не знаю, искупить свою вину. Человек там перед вами душу вывернет. Типа, простите, я не хотел вас там обидеть, да, не хотел там ничего вам причинить. Значит, мои хорошие, человек будет чувствовать себя обязанным. Вам будет чувствовать себя обязанным. Не бойтесь, да, принять это. Не надо быть скромной, не надо там как-то от этого закрываться, не надо считать, что человек навязчивый. Нет, человек просто очень совестливый, и для человека оставаться в долгу, либо, знаете, вот как я преступник, да, я обидел случайно человека, это же ужасно, просто ужасно. Я вижу, что этот человек будет с вами, ну, на короткой ноге. То есть вы благодаря вот этой случайности с этим человеком подружитесь. И это будет прекрасное приобретение. Приобрести такую подругу, либо приобрести такого друга, это еще тот подарок судьбы, знаете, который еще заслужить надо. А вам вот идет общение с этим человеком, идет дружба. Причем я вижу, что вы на короткой ноге друг на друга опираетесь. Смотрите, где-то этот человек вам поможет, где-то вы этому человеку поможете. В принципе, очень даже неплохо. Очень-очень неплохо. Главное, чтобы вы этого человека сразу не послали, да, чтобы прям не заблокировались, да, сказали, так, все, уходите, проходите, и не будем с вами общаться. Мне очень нравится, у вас очень много людей. Люди влияют на вас и влияют на вашу жизнь. Вот мне нравится ваш песок, мне нравится, какое влияние оказывают люди на вашу жизнь. Люди. Все-таки, знаете, хочется сказать, что вы везунчик, что вы счастливица. Если такие неплохие люди вот заходят в вашу жизнь с такими неплохими желаниями, неплохими мыслями и такими благостными поступками. Так, еще важный момент. Случайное событие. Здесь какой-то мужчина морочил вам голову. Морочил, прямо в прямом смысле слова. У кого-то из вас отыграется, что это в отношениях, то есть мужчина мог водить вас за нос, мог вам там клясться, обещать, там, тут же говорить, мне нужно время, там, дай мне время, там, все будет, только подожди, я там разберусь, я там проясню, я там выясню, я перееду, я съеду, я к тебе приеду, там кучу обещаний мог вам давать. И также может отыграться мужчина, который вот прям хорошеньким хотел казаться. Может это зять, да, будущий зять, там, жених вашей дочери, жених вашей внучки.
Да, вот прям лес без мыла в одно место, понимаете? Вот я такой хороший, я там люблю вашу дочь, да вот все для вас, все для своей любимой, туда-сюда. А вы прям чувствовали, нутром чувствовали, что человек с гнильцой, да, прям попахивало от него. Доказать вы это не могли. Доказать. Но интуиция у вас четко работала. Прям такой, знаете, аларм был, да, этот знак тревоги, что нехороший человек, нехороший. Прям напряжение у вас вызывал. Если мы говорим о любви, ну вы прям, знаете, вот на подкорке ощущали, что он вас обманывает. Но опять же, доказать даже самой себе вы это не могли. А тут будет прекрасный случай, когда вы увидите этого, значит, парнишку с другой женщиной. Да, вы прям увидите. И у вас, знаете, какая реакция будет? Так скажете, так и знала, ага, попался. Прям поймаете. Поймаете и уже не отвертится, и не открутится, и во всем признается. И здесь уже поставите большую жирную точку. Либо вы сами себя спасете, да, узнав вот воочию, увидев какой этот нехороший обманщик, да, какой он негодный человек, да, распутный человек, гулёна, да, так и скажете, ой, слава Богу, а то всю жизнь мучилась, он бы там гулял направо и налево, чтобы заразу в дом носил, да, слава Богу, я это все увидела. Либо вы так и скажете, что вот интуиция меня не подвела, не обманула, я уберегла свою доченьку, либо уберегла свою внученьку, может быть, сестру, подругу. Но в любом случае, правда, она откроется как есть, не будет больно, сразу говорю, не будет больно, наоборот, будет такое, знаете, трезвое, здоровое осознание процесса, где вы вот прям почувствуете, кожей почувствуете, что вы либо себя спасли, либо спасли близкого человека. Да, как говорится, вам Боженька в нужный момент глаза-то и откроет. Прям откроет, шире некуда. Все, поймайте, за руку поймаете. Так, и в венце. В венце у вас вышел букет. Букет очень красивый, букет большой. У кого-то в прямом смысле слова цветы. Цветы, которые поднимут вам настроение, которые вас замотивируют, которые будут знаком признательности, знаком любви. Знаете, вот в нужное время вам эти цветы подарят. Либо это может быть подарок, да, подарок, который то же самое произведет такой же эффект. Вам эти цветы, либо этот подарок идут как воодушевляющее, как направляющее, да, что не надо сдаваться, меня любят, ко мне хорошо относятся, что у меня все хорошо, что в жизни у меня правильные люди. Да, мне просто нужно собраться, сгруппироваться и идти по жизни дальше. Мне есть куда идти, мне есть ради кого-либо, ради чего идти. И я пойду. И я пойду. Вот прям угадает человек, который вам подарит цветы, либо подарок. Вот прям такой момент, когда прям совсем хреново, когда вообще не хочется ничего делать. А тут раз и, пожалуйста, такая красота входит в вашу жизнь. Вы не цветам обрадуетесь, не подарку обрадуетесь, обрадуйтесь этому человеку. Что вот прям человек как палочка-выручалочка. В самый тяжелый темный момент появился и осветил вам день, да, осветил вам новый путь, замотивировал на новую дорогу. Хороший момент, потрясающий момент. Желаю вам как можно больше цветов, подарков и хороших положительных людей. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.